В Духовном управлении мусульман были выявлены финансовые махинации. Как сообщает пресс-служба ГКМБ, руководство муфтията незаконно использовало деньги, которые были внесены паломниками для совершения хаджа. После того, как все это выяснилось, руководство Дом предлагали взятку в размере $100 тысяч ГКМБ, чтобы они скрыли факты и прекратили расследование. Я попросил бы ГКМБ дать еще раз четкий и обширную такой информацию народу. И откуда эти деньги, откуда вот такие деньги, кому дали конкретно. И это, понимаете, это урон и удар не только это муфтият, это удар Кыргызстану. Большинство населения в Кыргызстане являются мусульманами. Муфтият является религиозным, основным органом в нашей стране, куда верующие собирают свои деньги, подаяние. Из этих денег должны оказывать помощь малоимущим, строительством мечетей и каких-то своих нужд. По словам гражданского активиста Шаербека Маматокторова, каждый год нам на Мекку Саудовская Аравия выделяет 4000 квот. Из них вылетает 2500 человек. И вопрос в том, где еще 1500 квот. То есть религиозные деятели продают квоты, также из этих денег выдают под проценты. Они таким образом банкротят. То есть религиозные деятели продают квоты. Религиозные деятели из этих денег отдают под проценты. И они могут себя называть мусульманами, они правоверующими, такими верующими людьми. Это отвратительно. Таких людей надо наказывать. Ранее были сведения о злоупотреблении денежными средствами паломников, которые в прошлом году не поехали. Даже была названа сумма. Как говорит политолог Урузбек Молдалиев, если бы ГКМБ ранее отслеживало это, могли бы выявить и раньше. Средства, которые в депозите паломников, не хватает дегендер. Даже в некоторых средствах массовой информации писали, что они, оказывается, использовали для финансирования одной из партий. Так что это факт лежал просто на поверхности. Здесь, конечно, вина муфтията есть. Главный бухгалтер Думк был задержан с поличными при передаче денег и водворен в ЕВС СИЗО ГКМБ. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Айджан Аманова, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.